Привет, друзья! Это будет третий урок в моем канале, если не считать варианты на кыргызском языке. Так, в третьем уроке о чем мы будем говорить? Человеческая жизнь состоит из отношений. Без отношений с людьми жизнь смысла не имеет. Так, в эти отношения участвуют три лица. Первое лицо – это я, мен. Второе лицо – это ты, сен. Обратите внимание, они отличаются только одной первой буквой. Я, мен, ты, сен. Радуйтесь, в кыргызском языке он, она, оно – это все будет ал. Всего две буквы – ал. Потому что в кыргызском языке нет ни среднего, ни женского, ни мужского рода. А окончания в кыргызском языке меняются по другим свойствам. Вот здесь мы переходим плавно на тему гласных звуков. В русском языке 6 гласных звуков. Эти же гласные буквы и в кыргызском языке, плюс 2 гласные звуки – это ы. Вот, 8 гласных звуков. Не путайте. Не буквы, а звуки. 8 гласных звуков. И эти гласные звуки по произношению, по категориям своим делятся на разные группы. Есть кең үндүүлөр. Кең – это широко, а үндүү – это гласные. Үндүү – это гласный, үндүүлөр – это гласные, широкие гласные. Кең үндүүлөр. Эти гласные, когда мы говорим, рот открываем широко. Вот поэтому называется кең үндүүлөр. А, о, Есть наоборот. Когда говорим, откроем рот узко. Куш үндүүлөр. Куш – это узко. Үндүүлөр вы уже знаете гласные. Куш үндүүлөр. И, у, 4 кең үндүүлөр, 4 куш үндүүлөр. Вот эти свойства мы должны знать, чтобы ставить окончания, которые связывают и строят предложения и слова. Для учителя самое хорошее вдохновение – это когда ученик хорошо усваивает урок. Об этом будет видео следующее.